Это ток-шоу «Точка опоры» на телеканалах ТНВ, Татарстан, ТНВ Планета. В студии Светлана Кадырова. Добрый вечер, Хайрли Кич. Тема нашей сегодняшней программы – татарская деревня, спасение от глобализации. За последние 100 лет в Татарстане исчезли тысячи деревень, и процесс этот, увы, продолжается. И в большей степени это не только социальная проблема, но мы сейчас говорим и о потере национальной идентичности, потому что именно село сохраняет традиции, язык, культуру. Сегодня этот вопрос: есть ли варианты спасения и необходимо ли спасать, или необходимо что-то возрождать, мы обсуждаем с нашими экспертами, я с удовольствием их представляю. Гульнара Фатовна Габдрахманова, доктор социологических наук, руководитель отдела этнологических исследований Института истории имени Марджани, Академии наук Татарстана. Добрый вечер. Добрый вечер. Также сегодня с нами Фарид Лискарович Уразаев, член Национального совета исполкома Всемирного конгресса татар, директор Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям. Хайрли Кич. Добрый вечер. Рада видеть Дениса Ивановича Елисеева, директора общества Курше-Аул. И мы узнаем об интересном проекте, о котором он сегодня нам расскажет. Также с нами сегодня Марат Радисович Галямов, руководитель Национально-культурного центра город Златоуст, Челябинская область. Рада вас видеть. И Алмаз Азатович Нургалиев, режиссер фильма «Между 7 островами». Хайрли Кич. С нами должны были быть сегодня еще и гости по скайпу из Магнитогорска и Тюмени. Возможно, там пока проблемы со связью, они с нами все-таки выйдут на прямую связь. Но мы начнем. Я напоминаю нашим телезрителям и гостям, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 554-56-10, код Казани 843. Нас можно смотреть прямо сейчас в прямом эфире в группе ТНВ ВКонтакте и на YouTube. Можно участвовать в дискуссии, задавать свои вопросы нашим экспертам. Эксперты могут работать с кнопками на пультах. Красный: я категорически не согласен с экспертом в студии. Зеленый: согласен. И белый: отношусь нейтрально. Один из вариантов решения проблемы спасения татарских деревень, спасения деревень – это создание новых, современных татарских деревень. Об этом мы как раз поговорим чуть позже, но в начале недели мы в социальных сетях группы ТНВ запустили такой вопрос. Готовы ли вы переехать в новую татарскую деревню? Как вариант, как проект. Вот что ответили участники голосования. Да, так ответили 21% проголосовавших. Нет, это утопическая идея, так решили 12%. И 67% респондентов считают, что зачем строить новые, когда нужно возрождать старые деревни. Зрителям мы тоже задаем такой же вопрос. Итоги голосования подведем в конце эфира. Ну а пока небольшая информация. Памятники исчезнувшим селам устанавливают у нас в Буинском районе Татарстана. Они появились на месте еще 3 некогда существовавших деревень: Недремаевка, Куку и Чепчаги. Устанавливать такие памятники в Буинском районе начали 2 года назад. Инициатором проекта стало Буинское землячество. И вот эта работа будет продолжена, и обелиски должны будут появиться еще в 15 деревнях, которых уже нет на карте. Это только в одном районе, Буинском. Вот о чем я говорю сейчас. Вот как развивается ситуация сегодня. По скайпу мы записали до программы интервью с Альбертом Бурхановым, историком, археологом, который многие годы занимается этой проблемой. Давайте послушаем. По данным моих коллег, Институт энциклопедии, сам я тоже интересовался, Рафаэль Шайдуллин, у нас где-то 1300 сел исчезли последние 40 лет. Одна из причин — это катастрофы, связанные военные катастрофы. Целые народы уходили, вынуждены были покидать. Это исторически уже древние причины. Вторая причина — это так называемые неперспективные села. И начали людей заселять в крупные города, типа вот Набережные Челны, Нижнекамск, или поселки городского типа вот если взять Татарстан — Джалиль, в Башкортостане это Октябрьский и так далее. Людей туда переселяли. Поэтому вокруг этих городов исчезали целые села, молодежь уходила на заработки, уезжала в Сибирь и так далее. Это вот вторая причина. Третья причина — это отсутствие рабочих мест в селах. В сельской местности условия жизни намного хуже. И медицинское обслуживание раньше было хуже, и культурных клубов не было. Сейчас до сих пор это продолжается, закрывается. Школы исчезают, детей накидывают. Если в деревне закрывается школа, то перспектив развития этого села уже нет. В первую очередь надо создать условия жизни для молодежи, чтобы молодежь не уезжала. И, во-первых, демографическая проблема. Если в каждой семье будет как минимум 3 детей, это они останутся в селах, население села будет, наоборот, сохраняться и развиваться. И, естественно, условия, рабочие места должны быть. Но я могу сказать одну хорошую вещь. В некоторых территориях, районах Татарстана, в частности, сейчас молодежь возвращается в село, восстанавливает дома родителей, дедов.
Вот почему для сохранения национальной идентичности так важно сберечь именно сельскую культуру? Вот посмотрим на данные социологических исследований. Именно жители татарских сел, и это сейчас мы увидим с вами серые столбики, чаще всего отвечали положительно на вопрос «Я никогда не забываю о своей национальности». Гульнар Фатовна, вот как оценивают социологи эти данные? Ну вот наши социологические исследования как раз показывают, что вот и в 90-х, и особенно в 2000-х годах наблюдался рост этнического самосознания у татар и у русских Республики Татарстан. Но самые высокие показатели наши социологические исследования как раз вот фиксировались среди сельских татар. Вот одно из последних исследований 2017 года, оно показывает, что 81% сельских татар говорили о том, что никогда не забывают о том, что они принадлежат к татарскому народу. Это вполне естественно объяснимая ситуация, потому что именно село у любого народа, в том числе и у татар, является как раз вот с механизмом воспроизводства этнической идентичности и традиционной культуры. Как раз именно в сельской общине всегда создавалась традиционная культура и формировалось этническое самосознание любого народа. И в этом смысле татары не исключение. Я правильно понимаю, что при вот таком количестве, при таких данных, что если не будет села, если мы не сохраним, то мы близки действительно к пути к катастрофе. Я правильно понимаю, если мы говорим о сохранении национальной самоидентичности? Ну, я думаю, что сегодня можно говорить о том, что этническая идентичность, она немножко все-таки меняет свое содержание, она уходит от традиционного формата. Конечно, есть определенное такое представление о традиционной татарскости. Это владение обязательно татарским языком, это высокая религиозность, это исполнение каких-то определенных праздников традиционных. Но сегодня вот татарская молодежь все чаще говорит о том, что они ощущают свою татарскую идентичность через какие-то другие компоненты, более значимые для них. Например, через символические вещи. Многие среди татар, молодых татар сегодня говорят о том, что они не владеют татарским языком, но при этом ощущают себя свою принадлежность частью татарского народа. Ощущают через какие-то важные символы, исторические символы, через великую историю, через великих деятелей культуры, профессиональной культуры. То есть очень огромные такие представления, разнообразные представления татарской идентичности сегодня. Ну, вот мы сейчас говорили, почему исчезают, да, деревни? В основном социальные проблемы, мы так понимаем. Нет работы, нет инфраструктуры. Вот закрыли школу, все, деревни фактически нет. Люди уезжают и переезжают. Насколько серьезно, остро сегодня стоит эта проблема, Фарид Искарович? Ну, мы говорим о последствиях. То, что деревни исчезают, то, что язык уходит, школы закрываются, рождаемость нет. Это все последствия. Первая причина намного глубже. Деревня – это социальный институт, материнское начало для каждого народа. Культура земледелия – это начало всех начал. Через это формировалась целая цивилизация нации. Сегодня на селе человек является ли хозяином или собственником земли? Даже основной источник дохода, если жить на селе, это основной источник. Земля, водные ресурсы и сам человеческий капитал. Если посмотреть таким образом, то человек, живущий сегодня на земле, не является собственником своей земли. К большому сожалению. Это к чему приводит? К деградации, к разрушению устоев и модели поведения человека на земле. Несколько ударов революционных, так скажем, в предсоветское время, 70-е годы, когда был принят закон об укрупнении сел в России, в Советском Союзе, мы ведь фактически говорили о том, что в селе должно проживать 5-10 тысяч населения. А потеряли 177 тысяч населенных пунктов Российской Федерации сегодняшней. А по Советскому Союзу это было 353 тысячи населенных пунктов за 20 лет. Это была программа. Сегодня мы не говорим, что есть какая-то программа, но за последние 30 лет произошла утилизация России в этом контексте. Исчезло более 40 тысяч сел. Особенно в центральной России. Чернозем и не чернозем. Почему? И третье. В Госдуме России сегодня лежат документы, говорящие о том, что до 2030 года еще 50 тысяч сел ждет такая же участь. А в России сегодня мы говорим 153 тысячи сел. То есть 1/3. А если подойти к татарским селам, мы говорим около 4,5
тысяч татарских сел в России. Мы не знаем конкретное число. Мы не знаем конкретное число исчезнувших сел. А хотим вести разговор о чем-то. О сохранении, о возрождении. Но когда нет анализа положения дел, говорит о том, что возрождать и развивать приходится очень туго. Хорошо, Фарид Искарович, спасибо. Мы сейчас переключимся на рекламу ненадолго. Оставайтесь с нами. Троицкие хороводы на ТНВ в программе «Каравай». Июль. Татарстан Республикасы Муслим районы үзәге. 11 бөтен Россия авыл сабантуя. Güzel табигатьле Ак елгасы буенда ат чабышлары, татарча көрәш, кызыклы уеннар, төрле төбәкләрдән җыелган шәхесләр белән очрашу, республиканың данлыклы бию ансамбльләре һәм эстрада йолдызларының күңел түреннән агылган җыр-моңнар. Зарыгып көтелгән сабантуена рәхим итегез, дуслар. Башлана сәгать 11-дә. Крупнейшая сельскохозяйственная выставка Поволжья, трактор-шоу, конкурс коров, гастрономический фестиваль на выставке «Агро-Волга» с 1 по 3 июля на Казань-Экспо. ТНВда акция Made in Татарстан. Татарстанда эшләнгән. Безнең белән дөньяны яхшыга үзгәртүчеләр турында. Так, мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Сегодня мы обсуждаем тему татарской деревни «Спасение от глобализации». Сейчас мы говорили о том, что какое количество деревень уже исчезло с наших карт. И сегодня мне бы хотелось поговорить вот еще об одном проекте, который для меня лично пока не очень, наверное, понятен. Это новая татарская деревня, один как из вариантов решения проблемы. Создают новую татарскую деревню, бизнес-парк, экоферма, мечеть. Это лишь некоторые объекты этого поселения в Лаишевском районе. Мы сейчас вот можем даже увидеть эти кадры этого нового татарского села. Один из авторов этого проекта, Курше-ауыл, Денис Елисеев, сегодня в нашей студии. Вот пока здесь идет видеоряд, да, Денис, как родилась идея, вот на чем вообще построены принципы существования современной татарской деревни? Вот человечество всегда развивается по синусоиде. Бывает развитие, бывает падение. Когда-то было модно жить на селе, на деревне. Потом с развитием нефтехимического комплекса, промышленности, технологий люди начали переезжать в города. Соответственно, в деревнях, как альтернатива уже работе, люди переезжают в города и начинают зарабатывать больше. Я к этому отношусь нормально. Нужно искать выходы и новые решения, то есть искать, в чем была проблема. Для себя вот мы видим ряд проблем. Это когда люди начали переезжать в города, началось падение, утрата самобытной культуры. Это меня вот лично как татарин тоже задевает, да? И поэтому вот возникла такая идея, и мы ее начали потихонечку реализовывать в Лаишевском районе, где мы предлагаем альтернативу. Люди могут жить также на земле, при этом получать все блага, какие получает городской житель. Это и качественное образование для детей. Необходимо применять передовые опыты обучения детей, воспитывать именно в татарских культурных традициях, больше заниматься историей, изучать историю татар. Ну а что еще будет? Что говорит о национальной идентичности? Кто туда должен приехать? Кого вы там ждете? Откуда должны переехать туда? Вот что это? Мы рассчитаны на любых людей, которым нравится татарская культура. Чтобы затащить сегодня людей, молодежь в деревня, необходимо развивать татарскую современную архитектуру. Этим вопросом мы задались как раз. Молодежь не хочет сегодня жить в пятистенке, как вот в деревнях раньше, да, где наши аби-бабайлар жили. Да? Поэтому необходимо развивать татарскую архитектуру современную. Во-вторых, нужно создавать среду обитания для татар. Нужно
школы и детские сады создавать так, чтобы в них уровень образования был ничуть не ниже, а может быть даже и выше, чем в городах. Хорошо. А вот кто приедет? Какие рабочие места могут быть вот в этой татарской деревне? О чем? То есть человек едет туда, он погружается, он должен работать там? Да. Я правильно понимаю? Мы при поселке создаем рабочие места путем Промпарк? бизнес-парк, да, мы его называем бизнес-парк, где будут и сельское хозяйство, где будут и промышленные какие-то небольшие комплексы, где бы люди работали. Вот. Соответственно, мы должны показать моду о том, что люди могут комфортно жить и зарабатывать ничуть не меньше, чем городской житель. Вот Марат переехал из Златоуста в Татарстан в поисках для сохранения татарскости, скажем так. Вот вы готовы были поехать? Тут даже больше Как? не мой опыт переезда из Златоуста, а я вообще родом из села Лаклы Салаватского района Башкортостана. Татарское село большое, с очень глубокой историей. Но вы оттуда уехали? Более 3 веков. Я оттуда уехал, несмотря на то, что там шикарная природа, уникальнейшая, если вот сравнить с другими населенными пунктами. Мне так видится, что это очень утопическая слегка идея пока что. Потому что на селе даже не сам бизнес-парк нужен, а людям действительно нужна земля и нужна техника, там, инвестиции нужны, нужен рынок сбыта их продукции. Скорее вот эти вот моменты нужно решать, притом на государственном, не в масштабах республик, а в масштабах всей страны нужно делать. Но опять же, сегодня утром был участником онлайн-форума Moscow Urban Forum 2021, где вполне в позитивном ключе мэр Москвы говорил о том, что планы и в дальнейшем лишь наращивать концентрацию людей в мегаполисах, мегалополисах, опять же, объединение крупных городов в одни кластеры. Поэтому здесь проблема не только татарских сел, а в целом села российского. Ну, сохранение татарскости, языка, культуры, конечно, будет невозможно, если там будут жить просто любители культуры, но не носители там языка, допустим. Потому что, ну, культуру нужно не только сохранять, которая была там в 19-18 веках, а нужно ее воспроизводить, да, современные вносить уже. То есть проблема глубокая, комплексная. Фарид Искарович, не согласны? Я поддержу проект Курш-Аул. Поддержу. Почему? Потому что я знаю крупные татарские села России. Очень зажиточные, самодостаточные. Перечень даже вот, иметь определенную территорию с коммуникациями, интернет, Илюзян Пензенской области, Белозерье, Шагардан, в Татарстане есть такие села. Значит, построить мечеть, ухоженные кладбища, строятся новые дома, рождаются дети, значит, имеется детский сад, школа, имеются паевые наделы и присуждают усадебные земельные угодья, люди получают прибыль, имеются рабочие места в виде ЛПХ и КФХ, и формируются родовые усадьбы, производится экологически чистая продукция на основе органики, которая сегодня имеет спрос большой. Появляется индивидуальный покупатель, который ориентирован на халяльную продукцию, экологически чистую продукцию. Открываются интернет-магазины по реализации сельскохозяйственной продукции без посредника, производитель, покупатель. Вот такая модель, она уже существует. Вот именно, почему мы изобретаем велосипед? Да. То есть, в общем-то, но существует. если сравнить процентное соотношение таких сел и сел, которые деградируют, да, естественно, можно перечислить и деградирующее состояние этих сел. Каким образом оно происходит? Нужно ориентироваться на землю, потому что это денежный эквивалент в будущем. Это основа из основ. Это стратегия развития вообще этой страны. Она будет развиваться по горизонтали. Агломерация – это вынужденная мера для этой страны, как проект. Да, Китай прошел этот проект. И очень успешно развивается, у нее территория очень маленькая, и сельскохозяйственные угодья в очень малом количестве. Они вынуждены в этом формате работать. Но Россия – это страна огромная. Это ширина, вдоль и поперек. И поэтому говорить о том, что мы соберем крупные агломерации, вот Москва и Санкт-Петербург, они еще сегодня не тянут на агломерацию в мировом масштабе.
Они тянут. Город Казань вообще миллионники, их 18. А в этой стране собрать 14 таких агломераций по 14 миллионов населением, ну, это тоже утопия. Значит, нужно где-то искать золотую середину. Есть земля, есть вода, есть человеческий капитал, тогда появляются новые технологии, новые формы хозяйства, новые формы развития. И Курше-Аул — это очень перспективный проект. Буквально мы были в Тукайском районе, в этом году фирмы туда привезли из России, где крупные города, там уже земли не хватает. Они уже обрабатывают заброшенные земли. Они очень хорошо развиваются, потому что есть место реализации своей продукции напрямую. И у них экологически чистая продукция, востребованная продукция. Поэтому рядом с городом Казани 70 километров. Это очень хороший проект. Все равно фундамент у нас получается. Это земля, это денежная, да, соответственно, все, что человеческий касается ресурс, капитал, ресурсов, земля, водные ресурсы, да. Алмаз Азатович, вот вы готовы были бы, вы снимали фильмы, я знаю, вы были в той самой деревне, где остался... Навсегда в конечном итоге остался один человек, его теперь уже нет с нами, да, его не стало, по-моему, год назад, тоже в период пандемии. Вот как вы относитесь к такому проекту? Это утопия или это современные реалии? Это я будущее? не скажу, что это утопия. Я бы, конечно, переехал бы туда, но есть вопросы. А что, вот, например, что может остановить вас? И мы так понимаем, что деревня не появится, пока там не появятся жители. Какие это будут жители? По какому принципу? Что вас смущает здесь? Ну, так как у меня 4 детей, школа, у нас сад? школы, детские садики. И там как получается, приходит другой национальности ребенок, 1, 2, 3, и все начинают разговаривать уже на русском. А не произойдет ли то же самое вот в вашем формате? Хороший вопрос, да. Для себя мы в Курше-Ауле 3 основные задачи выбрали. Первое — это культура. Почему именно культура? Еще раз повторюсь, это внутренняя потребность. А второе, не так давно было проведено большое исследование доктором экономических наук Московского государственного университета Александром Маузаном, где он выявлял факторы, которые влияют на экономику района, региона и страны даже. И основным фактором, который поднимает экономику, он доказал это, является именно культурная составляющая. Вот. Второе, культуру мы как собираемся там развивать? Это, во-первых, мечети, дом культуры, детсад, школы, они все должны создавать среду обитания и для детей, и для молодых, и для взрослого поколения. Вам еще туда надо будет привлечь еще и преподавателей, там нужно будет привлечь огромное количество, то есть создать фактически маленькое государство. Это очень сложная работа. Я сейчас немножко вас прерву, потому что звонят из Пермского края, я так думаю, что касается нашей темы. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Меня зовут Каусарья. Мы плохо слышим вас. Нет. Пропала связь. Как звучал вопрос, режиссер? Подскажите, пожалуйста. Сорвался звонок. Хорошо, я надеюсь, что еще дозвонятся. Вот каким образом вы будете привлекать? Там ведь вам нужно обеспечить и кадрами весь этот поток, эту общину. Ну, не община, на да? самом деле, мне кажется, проблема не только в кадрах и не только в материальной стороне, о которой мы сейчас очень много говорим. Я бы хотела напомнить, что подобный опыт в Республике Татарстан уже был. В конце 80-х, 90-х годов по инициативе республики в Татарстан приезжали татары, живущие в странах СНГ, бывших союзных республиках. И это как раз они бежали от межнациональных конфликтов, и они объединялись и строили отдельные поселки, татарские поселки, которые получили потом такое название, как поселки беженцев и вынужденных переселенцев. И надо сказать, что вот мы наблюдали, я, собственно говоря, сама даже на этом защитила кандидатскую диссертацию, наблюдала вот за этими поселками, видела, что очень сложно, на самом деле, там процессы происходили, потому что приезжали люди с совершенно разными статусами, совершенно разным менталитетом, совершенно разными представлениями о жизни, совершенно разными образованиями. И они, к сожалению, очень часто погрязали в конфликтах, их ничего не объединяло в этих поселках. Вот, мне кажется, ваш
ваш проект, наверное, действительно он хороший, и я очень рада, что у нас есть такие энтузиасты, которые придумывают такие вещи, да, но очень важно продумать вот идеологию, мне кажется, вот этого проекта, что же будет в этом татарском селе, новом татарском селе, что будет людей объединять, очень разных людей, и что будет ими двигать, не только этническое самосознание, не только этнические чувства, но что-то еще должно быть. А что сейчас осталось от этих поселков? Ну, они сейчас, конечно, очень красивые стали, построили дома, хорошие там дороги, но, к сожалению, вот, ну, нет вот там жизни, вот нет вот такой общинности, какой-то там так и не сложилось, к сожалению. И я очень вам желаю, чтобы у вас все-таки это получилось, именно вот эта вот сторона. То есть вы бы фундаментом все-таки сделали идеологию, да? Конечно, надо с этого начинать. Вот, об этом мы поговорим позже, а мы сейчас прерываемся на новости Татарстана, далее продолжим. Добрый вечер. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканалах ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. В студии Светлана Кадырова. Хайр Лекич, добрый вечер. Нас можно смотреть в прямом эфире в YouTube и в группе ВКонтакте ТНВ. Тема нашего сегодняшнего разговора — татарская деревня спасения от глобализации. Есть необычный факт, но, как мне сейчас говорят наши эксперты, что это стандартная ситуация в Рыбно-Слободском районе, на берегу реки Ашнячки. Каждый год встречаются жители уже несуществующей деревни, которая исчезла в 1971 году. Они живут в палатках, приезжают туда каждый год. Когда-то там был колхоз, ферма, кузница, клуб, теперь все поросло травой. Через 45 лет после того, как деревня исчезла, там был установлен камень с памятной надписью. Вот если жители возвращаются, я так понимаю, что не только в Рыбно-Слободском районе, такая история есть в других районах. Как вы считаете, то есть не все потеряно? Что нас тянет туда? Почему это происходит? И есть ли шанс на возрождение? Или это показатель того, что можно возродить былое величие татарских деревень? О чем это говорит? Ну, мне, как социологу, кажется, что это некий такой показатель татарского менталитета. И вот нередко ведь татары, которые вот не знают друг друга, встречаются и начинают после приветствия, начинают выяснять, из какого ты района, из какой ты деревни. Почему-то это очень важно людям при знакомстве друг с другом знать, объединяет ли этих людей общее происхождение, общая деревня. И вот даже несмотря на то, что человек переезжает в город и является горожанином в 3-м, 4-м поколении, тем не менее татары приезжают в деревни, пусть они умирающие или хорошо развивающиеся, тем не менее обязательно приезжают на Сабантуй, обязательно приезжают к родственникам, друзьям в эту деревню. Что-то есть такое, что тянет обязательно татар вот в деревню, которая вот и для них является очень таким важным символом. Ну, для молодежи я бы примерно так сказал. Реакция молодежи на современность. Что в городе, что на селе сегодня, они пользуются одним информационным полем. Современная молодежь. В дальнейшем, я думаю, что между городом и деревней определенный механизм возникнут. Гармонизация определенная. Условия жизни в селах сегодня можно построить дом лучше, чем в городских условиях. Можно организовать бизнес. Живя в городе, бизнес организовывается на селе, на земле. Я знаю и таких предпринимателей. То есть разные модели поведения человека. Но особенно пандемия показала, что в самых крупных городах заразы больше, пандемии больше. Особенно вот в том году, 2-3 месяца, когда люди оказались в этих квартирах, многие стали выкупать земельный ресурс, дома. Даже 2-3 раза больше стало оформление кадастровых документов. Если в том году, допустим, было 40 тысяч, в этом году 80 тысяч кадастровых документов. Если в том году люди приобретали 2-3 раза больше дома в сельской местности, рядом с Казанью, то это показательные моменты, потому что ориентироваться только на город или только на село, это, наверное, белое-черное, а есть люди, которые имеют удовольствие от города и от проживания на земле по горизонтали. Поэтому вокруг города Казани появилось очень много коттеджных городов. Сегодня даже, наверное, статистики нет, сколько появилось и сколько человек там проживает. Но я сам такой же житель и знаю очень много горожан, которые сперва на время летнее только приходили, а сейчас круглый год живут и город посещают, когда нужно прийти в офис и поработать. Спасибо, у нас есть звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем. Здравствуйте. Нет. Алло. Да. Я могу говорить? Да, мы слушаем вас. Я звоню из Челябинска, моя фамилия Кизин Сергей Иванович.
Я глазам не верю и ушам не верю. Ну, вы что там творите-то с этой татарской деревней? В чем сила-то вообще вот в любой республике, где люди трудятся вместе, там как-то... Ну, потом цель-то какая? Вообще русский язык запретить? Или любой другой в Татарстане? И что дальше? Хорошо, спасибо за звонок. Я думаю, нам есть что сказать. То есть, да, создание новой татарской деревни. Это не есть запретить русский язык. Это есть... Что это есть? Вот об этом и был у меня вопрос. Как раз. Что это? Когда мы выбирали название поселка Курше-Ауыл, одним из смыслов слова «курше» — это сосед, да? Это добрососедские отношения с любыми народами. Поэтому мы ни в коем случае не создаем какое-то гетто. Ну и в истории татар никогда такого не было. Татары, они всегда открытые миру. Всегда у них были добрососедские отношения между собой. Поэтому тут ни о какой там национализме речь не идет. Да. Хорошо. Еще такой вопрос. Вот насколько будут готовы люди переезжать вот в такие деревни? Насколько этот проект вообще может быть востребован в масштабах России? Это интересно будет возрождать что-то новое или все-таки лучше вкладывать идеологию, финансы и так далее в те деревни, которые уже имеют богатейшую историю? Ну, можно посмотреть на практический опыт. Значит, исчезают в Российской Федерации в основном те села, которые далеко расположены от водных ресурсов. А где вот водные ресурсы и хорошая земля, эти села старинные, они сохраняются. Татарстан, сравнить с другими регионами России, это благодатная зона. Здесь еще культура земледелия очень высоко сохранена, и люди знают цену земли. Я знаю регионы, допустим, где по 2000 сел исчезли за последние 30 лет. 1000-1500 сел исчезли. В Татарстане такие села есть, где около 10, там человек с 1 по 10, около 40 деревень таких. Но основная масса деревень и в Башкортостане, и в Татарстане, и в компактных местах проживания татар, они достаточно крепкие. И самое интересное, вопрос, то, что Курше-Ауыл, название, даже говорит о том, что да, соседи Курше, значит, открыты миру. Это проект очень интересный в каком смысле? Сохранение самоидентификации, идентичности. Такие проекты у татар были. Допустим, новый старый татарский слобода, город Казани. И в других городах, около 40 таких татарских слобод были в разных городах. То есть они жили компактно, но со всеми остальными дружно. Сохраняли ментальность, идентифицировали себя как мусульмане, как татары. Но они и возрождали, и поднимали торговлю во всей России. И Екатерина II, допустим, возлагал на них большие надежды, и они оправдывали эти проекты. Особенно вот в Средней Азии, я знаю, Уральск. Там же были торговые люди, татары, в основном. И поэтому, я думаю, эти селения, они появляются не потому, что кто-то захотел. Такая необходимость, спрос есть. Я знаю селения, которые экологически чистые селения. Горожане выезжают, продают квартиры, сами методом самоорганизации скупают земли и создают экологически чистые деревни. Ну и спасибо им огромное, и такой модель поведения есть. А то, что сохранить старые, да, наверное, исторические села, они более крепкие, более глубинная корневая система. И Курше-Ауыл проект попал в перечень поручения президента Республики Татарстан не зря. После форума татарских сел были приглашены фермеры со всей России. Это новая модель поведения, и я надеюсь, что люди откликнутся и откликаются, и будут это из Республики Татарстан, из города Казани, из других регионов, из других стран. Татары уже созваниваются, потому что мы информацию такую дали, уже информация работает. И я надеюсь, что через 3 года мы соберемся, съездим в это село Курше-Ауыл и проведем очередное Таянух-Тасе, в этой селе. Не обязательно Сабантуй, потому что Сабантуй мы проводим только в июне месяце. Хорошо. А сейчас мы прервемся на рекламу, потом продолжим. Это была целая уникальная операция.
о котором мы расскажем подробно. Пришло новое время. Миссия выполнима. Время думать, время видеть, время действовать. Просто как все гениальное. Информационно-аналитическая программа «7 дней». Программа действий. Давайте посмотрим. Каждое воскресенье в 19:00. Крупнейшая сельскохозяйственная выставка Поволжья, трактор-шоу, конкурс коров, гастрономический фестиваль на выставке «Агро-Волга» с 1 по 3 июля на Казань-Экспо. Памятники Данила Мастер. Изготовление, оформление, установка, благоустройство. Гарантия 25 лет. Гибкая система скидок. Вау, да это же бомбические цены! Выгодная неделя в находке. Порошок стиральный Ариэль 449 рублей. Носки мужские 124 рубля за 3 штуки. Чай Азерчай с бергамотом 59 рублей. Цены действительно по 4 июля 2021 года. Подробности у продавцов. Сделайте лето для своего ребенка особенным. Путевки в стационарные детские лагеря по всей России с кэшбэком 50% при оплате картой «Мир». Выбирайте летние путешествия для детей. Все подробности на мирпутешествий.рф. Очень важно заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье своих близких. Мы должны научиться жить без страха. Я вакцинировался, а вы? Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканалах ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Сейчас мы разговариваем о том, какие есть новые формы, да, чтобы сохранить татарские деревни, чтобы сохранить национальную самоидентичность. Возможно, исчезновение татарских деревень, возможно ли остановить при помощи освещения, более широкого освещения в средствах массовой информации, популяризации. Сегодняшний наш гость Алмаз Нургалиев, он был создатель фильма «Между 7 островами». Я предлагаю сейчас посмотреть отрывок этого фильма и потом обсудить его. Прошлое останется в прошлом. Для начала, о чем этот фильм? Герой этого фильма – это образ. Я правильно это понимаю? реально существовавший человек, и через него, получилось так, что мы через него и тех, кто были с ними в этом фильме, мы, получается, показали сегодняшний наш день. И, знаете, я сейчас слушаю за эти 30 минут. Во-первых, что парадоксально, по поводу вопроса, как же вернуть в жизнь деревню. Да. Деревню. Хотя, исчезла деревня, то есть, исчезла деревня, и там же где-то в 6-7 километрах появилась новая деревня. Деревня, можно сказать, отдыхающих. То есть, на самом деле, хорошая деревня. Почему появился? Или же там же находится татарские ямовые деревни. Там сегодня, оказывается, цена дома или там земли поднялась. Покупают там земли, дома покупают. Почему? Опять-таки все это парадоксально. И по поводу того, что туда тоже ездят,
те, которые жили в этом деревне. То есть каждый год что устраивают какие-то мероприятия. Хранят память. Да, хранят память. Но мне кажется, что вот этой деревни уже больше не будет. Тем более вот сейчас уже нет живых последнего жителя. Но вопрос, почему? Почему вот другая деревня появилась? Почему вторая деревня еще больше стала, а вот этой деревне уже как бы не вернуть все назад? Вы нашли ответ на этот вопрос? Наверное, нет. Это понятное дело, что и электричества нет, и каких-то бытовых условий нет, но в то же время в 6-7 километрах растет новая деревня. Наверное, вот что я понял вот сегодня для себя, наверное, это у нас на сегодняшний день вот сельское поселение под названием деревня видоизменяется. Тогда какая сегодня должна быть деревня, чтобы мы могли сохранить быт, культуру, традиции? Я бы остановился на этот эпизод. Вот когда в экране появился сама природа, благодатная земля и заброшенная. И один человек, который, как обрек, эту землю не покинул, похоронил мать, это Габдулла Бабай. Когда он умер, на надгробной плите у него было написано «Манда тудам, манда устем, китар жирем юкмином». Я родился здесь, вырос, нет у меня другой земли. Земля обетованная, роскошная земля, заброшенная. Вопрос, да, риторический. Почему? Почему это с нами происходит? Почему мать-земля нас бросает? Точно такой же фильм сделал Никита Михалков. Это центральная Россия, заброшенное село России. Но во время войны такого не было. Столько разрушения сел. Это наша трагедия, это не Габдуллабзе, это трагедия нашего народа. Просто он фокусирует через себя то, что с нами происходит. А с нами происходит нехорошее, очень нехорошее. Поэтому земельный вопрос, уникальный вопрос для России, особый вопрос. Здесь 63% чернозем мира, и мы голодаем, бедствуем, разрушаем села. Разрушается социальный институт. Это комплекс, механизм, который тысячелетиями оберегал эту территорию. Мы его разрушаем. Мы разрушаем? Да. Осознанно или неосознанно, или безнравственно, или просто не обращаем внимания, или говорим, так должно быть. Идет процесс какой-то глобализации. Ну, о чем говорят вот социологи? Вот социология говорит о том, что, хорошо, Фарид, что 80% этих сел пенсионеры. Это социология. Значит, основной источник финансирования – это пенсии. Завтра их не станет, что будет с этими селами? Основной капитал жителей села земля – это ресурс не работает. Даже на селе, внутри села ресурс земля не работает. А вы видели какую-нибудь страну, в которой земля его не работает, а страна экономически богата? Нет такой страны. Вот буквально в том году, когда была пандемия, значит, тонна нефти было 12 тысяч с гаком, а тонна экспортного зерна 13 с гаком. Почему сельский житель сразу не стал получать как нефтяник заработную плату? Вот. Еще вопрос. Это статистика. Всего 2% живущих на селе школьников говорят, что они хотят быть фермерами. Из 100 человек 2 человека, 98 говорят, мы хотим города, агломерации. Это условия. Это не условия, это последствия. Это принимаем или нет? Сегодня, вот статистика снова. Это надо менять или нет, это нужно принять? Я сейчас скажу, что нужно делать. Сегодня 132 миллиона было в советской системе земельно-паевых наделов. Его стало на 43 миллиона меньше. Почему? Обросло сорняком. Для того, чтобы его только восстановить, нам нужно объявить госпрограмму вторую селену, для того, чтобы эти заброшенные земли восстановить. Если мы говорим о татарах, сегодня мы 75% проживаем в городах, а через 10, 15, 30 лет в селах может остаться 5-7% татар. Нация становится безземельным и безлошадным. Куда мы идем? Это хорошо? Это статистика? Это статистика.
То есть сложные вопросы с каждым днем возникают, а мы на них ответ не даем. То есть если мы говорим о Татарстане, даже земля, органическая чистая земля, которая в цене сегодня внутри села, не работает. Какая программа есть государственная? Какие механизмы задействованы? Первый источник прибыли – это земля. Если завтра пенсионные фонды разрушатся, что будет с этими людьми? Их на земле на сегодняшний день 36 миллионов. Это тоже статистика. Это тоже статистика. Есть разные модели поведения, есть разные предложения, но сегодня земля, к большому сожалению, не работает. И для жителя, и для социального института село не является источником прибыли. Вот это констатация факта. Можно ли считать, что все-таки действительно от земли мы понимаем вот эти проблемы? Согласны ли вы с этим? Нет, на самом деле, мне кажется, надо все-таки на село смотреть несколько шире. Вот, скажем, социологи, экономисты говорят о том, что сегодня более перспективной является теория многоукладности. То есть должны быть самые разные формы занятости, самые разные экономики на селе. Это не только работы, связанные с обработкой земли, но это и разные другие виды бизнеса, разные виды предпринимательства. Поэтому я думаю, что сегодняшние деревни, они должны быть не только вот разные, вот нового формата, старого традиционного формата, но и их содержание тоже должно быть очень разное. А вот мы сегодня наблюдаем, что вот в самых разных регионах очень разные такие вот модели как раз развития вот этих деревень, внутри деревень. Где-то очень такие разнообразные специализации. Вот, например, Средняя Люзань. Как много там занято, связано не только с переработкой земли, сельским хозяйством, животноводством, но, например, там очень активно, как в советское время, многие занимаются перевозками, например. Многие имеют КАМАЗы и занимаются перевозкой разных товаров. Где-то экотуризм, где-то это туризм, да. Экологический туризм, где-то культурный туризм, этнокультурный, этнографический туризм. То есть вот я повторяю, что и должна быть вот эта многоукладность обязательно в современном селе. Только это единственный путь ее развития и поддержки. Сейчас я хочу подвести... Пришлось работать с Средним Алязаном с первых дней. Единственное, значит, я изучал это село с разных сторон. Думаю, намоленные люди, ответственные люди, с одной стороны. С другой стороны, да, новые технологии, разные направления. Да, дети рождаются, молодежь не уходит. Построю 11 мечетей. Но я потом обратил, когда они написали историю этого села, книжку. Оказывается, им всегда не хватает земли. Земли не хватает, катастрофически им не хватает земли. Когда мы уже покойным губернатором Бочкаревым обговорили вопрос, и соседние села, русские села, которые были заброшены, земельные угодья, в аренду договорились. Но потом эти земли они все равно не смогли получить. То есть первоисточник в селе – это земля. Если она выращивает, его можно перерабатывать, его можно упаковать, его можно продать, его можно реализовать в внутреннем рынке, в зарубежном рынке. Это источник прибыли. Нет земли, нет до конца люди вынуждены искать прошу прощения, но до конца эфира 4 минуты мы подводим итог зрительского голосования. Первый и второй вариант ответа: по 21% готовы переехать в татарскую деревню, в новую. 27% считают, что это утопия, и 56% считают, что зачем строить новые, а необходимо возрождать старые. Это значит о том, что, во-первых, надо говорить, наверное, об этом больше и объяснять цели, задачи, идеологию, но вместе с тем, все-таки, что мы делаем сейчас? Возрождаем старое, рождаем новое или принимаем ситуацию такую, какую есть? Вот буквально коротко, каждый по несколько предложений, пожалуйста. Сегодня у каждого человека есть определенный набор бытовых вещей, которые он хочет видеть. И наша задача в Курше-Ауыл — это собрать все это, и потом смотрим старые деревня, какого компонента не хватает, чтобы туда приходили молодежь, дети обучались и так далее. И можно будет восстанавливать таким образом деревня. То есть вы предлагаете все-таки создавать новое. Да. Ваше мнение, Насадович? Да, я соглашусь, и должны строиться новые деревни, но также мы должны возрождать. Почему? Потому что вот именно в старых деревнях, то есть имеется в виду в деревнях, где большая история, там именно находится культура, фольклор. А как возрождать? Вот туда отправлять насильственно, но нет же. Как вернуть туда людей? Как возрождать? Это мы все вместе должны думать. И государство, и граждане этого государства. Спасибо, Марат. Ваше мнение? Мне так видится, что представлен вот сегодня проект. Его нужно на госуровне адаптировать вообще под разные регионы, потому что у каждого села свое конкурентное преимущество. Где-то природа хорошая, вот возрождаются дома, появляются дома отдыха.
где-то земля плодородная, где-то торговые пути хорошие, транспортные пути. Я думаю, нужно на этом вот выходить, выезжать из ситуации. И возрождать нужно, и заново строить тоже. Фарид Искакович, Мы что в делаем? Лаберца 3 числа в Муслимском районе проведем Всероссийский сельский Сабантуй, где соберутся жители Оренбургской области, в первую очередь, по реке Ик, это Башкортостана, Татарстана и из других регионов Российской Федерации. Это, естественно, проект о возрождении и сохранении и развитии татарского села. Потому что наши предки заселялись в эти места, жили там столетиями. Это культура, это традиция, это самосознание, его надо возрождать, потому что у татар есть пословица «Кан тартмаса жан тарта, жан тартмаса кан тарта, иксида тартмаса жир су тарта». То есть, поэтому, я думаю, новые модели поведения – это хорошо, возрождение тех исторических сел – это хорошо. Помнить те села исчезнувшие. Должна быть энциклопедия исчезнувших сел России. Это наша трагедия, и мы должны всегда помнить, что происходит с нами критически. Вот это будет показатель того, что исчезнувшие села нам раскроют нашу боль и нашу проблему для того, чтобы остальное сохранить, а новые создавать. Я себе задаю вопрос. 40 тысяч сел исчезло в России, а ни одного нового села не возникло. Пускай создадут. А как? За счет чего возродить старые? За счет инициативных людей, которые заинтересованы в этом. У них вот проект есть, соберутся единомышленники и создадут это новое село Куршаул, и она будет перспективным и будет оказывать содействие. Но при этом Денис ведь не едет в старые села, он не едет в исторические села исчезнувшие. Есть люди, которые возвращаются, строят дома, мосты, дороги. Есть такие люди. Аллах ашикр, мы их не только сотни, тысячами знаем. Это с нами происходит, это тоже доброе начало. Сегодня вот мы уже несколько раз упомянули село Средняя Люзань Пензенской области. Я хочу напомнить, что там еще и соседнее татарское село Кикино. Находится совсем оно рядышком, но тем не менее там небо и земля. Что такое Средняя Люзань и что такое Кикино? В чем парадокс? Почему так вот одно село так вот процветает, сохраняется, а другое вот так вот загибается? Нам кажется, что главная причина именно как раз в людях, в лидерах, которые способны мобилизовать вокруг себя людей, соединить общину, интегрировать вот членов этой общины. Я хочу всячески приветствовать энтузиастов, которые вообще создают всяческие такие проекты, которые вдохновляют людей. И я думаю, что дорогу осилит идущий. Я думаю, что все получится, если у нас есть такие люди. Но это вы сейчас говорите опять, что это новое, а старое... И старое, безусловно, тоже требует поддержки, потому что это наши истоки, это наша история, это наша культура, это наше самосознание. И как раз вот эти вот люди, которые живут в этих деревнях, они как раз и поддерживают. И Люзань держится как раз тоже на сильных лидерах, на сильных личностях. Я думаю, что сильные за личности уже пенсионного возраста. Ничего подобного. Там есть люди и молодежи, и очень сильная молодежь. На них как раз это держится деревня, будущее за ними, я думаю. Поэтому я думаю, это нужны лидеры. Нужны лидеры, земля, здоровая конкуренция, здоровая абсолютно, и сохранение вот того самого самосознания, национального кода. Я благодарю всех наших экспертов. Это была программа «Ток-шоу. Точка опоры» на телеканалах ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Не знаю, нашли мы эту точку опоры сегодня или нет, но я думаю, что тема очень болезненная, проблемная, и, возможно, все-таки есть у нее решение, если появляются новые проекты. Всего доброго, до свидания. Безнең республика, безнең гамәл. Россия дәүләт думасы, Татарстан дәүләт советы депутатлары һәм киң җәмәгатьчелек катнашында сәяси, иҗтимагый мәсьәләләр турында фикер алышу мәйданы. Яңа гасыр каналында карагыз. Бөтен Россия татар авыллары Сабантуй